и тональным кремом замазать какие-то явные дефекты. Да? И при этом мы можем посмотреть, как у нас находится лицо. Да? Значит, мы можем волосы сплести, создать некий образ, мы можем волосы поднять для того, чтобы уравновесить нижнюю часть лица. Да? Если лицо у нас слишком круглое, поднимаем волосы, и у нас получается уравновешенное лицо. Да? Здесь мы можем повесить подвеску, чтобы украсить. Да? А если это пожилая модель, возрастная, здесь мы можем на шею повязать шарф или платочек, да, чтобы скрыть недостатки. Вот. А что нежелательно еще? Нежелательно открытые плечи, как у нее, да? Потому что, она у нас стройная, руки у нее стройные, но бывает, что люди уже, полные, рука получается крупная. Иногда, когда человек поворачивается, допустим, да, когда мы фотографируем, рука становится больше, чем лицо. Поэтому, если мы сюда накрываем шарфик какой-то, да, берем шарфик, накрываем, и, естественно, сразу она становится более стройная. Вот. Потом мы идем фотографироваться, значит, мы сейчас будем разбирать свет, какой свет мы должны поставить, чтобы сфотографировать красиво. Модель у нас должна иметь некие навыки, да, для того, чтобы ее фотографировать. Первое, нельзя садиться фронтально, так как у меня села, да? Обязательно мы должны повернуться или в одну сторону, или в другую сторону. Посмотреть, какая сторона у нее более красивая. Некоторые люди сразу говорят, какая у нее рабочая сторона, и тогда она поворачивается той стороной, которая более интересная. Вот. Дальше мы смотрим руки. Если руки красивые, мы их включаем в портрет. Если руки желают обработки какой-то лучшего, да, или они там морщинистые бывают, там так далее, какие-то дефекты, то руки мы не показываем. Да? Но руки у фотографа называется второе лицо, потому что рука очень много несет информации о человеке. Да? Дальше, значит, мы смотрим, открываем там волосы, смотрим, да? Есть вентилятор, там в тексте у нас есть, мы можем подуть, раздуть волосы. Вот это сейчас заполняющий свет, просто ровный заполняющий свет. Значит, поэтому мы начнем, у нас есть 4 основных света. Это один из них, это фоновой свет, да? Фоновой. Это когда лампа освещает фон. Лампа освещает фон. Это называется фоновой свет. Это у нас свет, который освещает фон. Да? Мы можем его регулировать, этот фон. Если мы ставим дальше, освещаем больше. Если мы ставим ближе, освещаем меньше. Да? Вот. Второй источник света называется контровой. Значит, мы поворачиваем, и идет контровой свет, да? Видите? За ней чуть-чуть еще. Да. А мы прямо с тобой, садитесь, пожалуйста. Мы прямо за тобой поставим. Вот это называется контровой свет. Видите? Свет падает сюда, 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 да? Вот, значит, это второй источник света. Контровой делается для того, чтобы отделить человека от фона, да? Вот. А потом у нас есть заполняющий свет или вот такой мы делаем заполняющий свет, да? Вот. Этот свет обычно ставится далеко, и он называется заполняющий. Он заполняет вот это пространство. Видите, лицо у нее становится уже помягче, и это свет заполняющий. Следующий свет у нас называется рисующий.
Это может быть или этот цвет, в зависимости от того, какую часть лица нам нужно больше высветить. Да? Ну, допустим, что мы вот берем вот это основное. Вот основной источник света, который отрисовывает ее лицо. Отрисовывает ее лицо, да? Сейчас мы будем смотреть, да? Вот. Вот, видите, значит, сейчас мы будем сделать несколько вариантов. Значит, первый вариант мы, значит, будем поднимать повыше. Вот, пожалуйста. И вот с этим стульчиком, да, ты садишься прямо под лампу, вот под эту. Прямо под эту лампу. И вот у нее появляется бабочка под носом. Чуть сюда еще на свет повернись. Вот, видите, она условная бабочка такая. И свет, вот сейчас еще будет лучше видно, сверху идет, да? Это основной голливудский свет, которым снимаются все фильмы. Вот. Теперь, смотрите, теперь вы садитесь вот сюда. Чуть-чуть сейчас мы сделаем, Леонардо сделаем, да? Вот сюда садимся. Да. И сейчас мы смотрим. Так, сейчас я смотрю. Вот это овальный свет сейчас идет, видите, тень сместилась и напоминает форму овала. Видите? А дальше, если мы поворачиваем, появляется Леонардо, вот здесь треугольник под глазом. Это три основных освещения, художественных освещения при работе в студии. Значит, это, видите, одна лампа вот у нас сейчас горит, одна лампа. Поэтому если это где-то школа или учреждение какое-то, или у себя дома вы снимаете, то вы можете, используя одну лампу, выставить освещение. Да? Для того, чтобы смягчить вот эту часть, мы включаем второй источник света. И смягчаем вот эту часть лица, да? Тени такой жесткой нет. Этот свет называется моделирующий. Мы модель моделируем. Да? Вот. Поэтому, если мы сейчас включим все источники света, которые у нас были, да, то получится правильное студийное освещение. Правильное студийное освещение. При этом, если мы одеваем на нее дизайнерскую коллекцию, одежду, да, делаем макияж, работаем с волосами, да, может быть, головной убор одеваем ей, да, то это уже переходит в глянцевую съемку, да, слово вылетело, как она у нас... Фэшн-съемки, да? Фэшн-съемки. А здесь мы сейчас снимаем просто портрет девушки в повседневной одежде, да? Повседневной рабочей одежде, она пришла на работу. Да? И вот сейчас мы включаем, значит, включаем фоновой и включаем заполняющий, и получается портретная съемка. Включим вот так вот. Загорится. Вот. Теперь мы правильно поворачиваем модель. У нас уже все источники выставлены. Смотрим на меня вот сюда еще лет. Вот, видите, уже хороший свет получается. Но мы можем регулировать, да? Вот этот цвет немножко активный, мы можем его приглушить, сделать менее активным, да? Какой-то свет мы можем прибавить для того, чтобы улучшить и украсить освещение нашу модель, да? Значит, плюс мы еще, у нас есть вентилятор, мы можем взять вентилятор и раздуть ей волосы, да? Берем вентилятор.
И у нас появляется живая картинка, когда мы начинаем раздувать ей волосы. Да? Сейчас мы тут покрутим. Видите, появляется, волосы начинают развиваться, появляется красивость, и мы снимаем. Движение появляется. Да, видите? Вот. Даже веселее стало. Да, стало веселее. Да? Модель уже улыбается. Вот. Плюс у нас есть еще некие флаги, которые я не могу не сказать, что у каждого фотографа есть определенный флаг. Значит, чего нельзя применять? Вот это нельзя применять, вот этот фон сейчас висит синий. В общем-то, я его использовать не имею права, потому что на ее лице появляется синий оттенок. Видите? На лице есть синий оттенок. Да? Для этого есть флаги. Флаг обычно бывает черный или белый. Черный флаг создает еще, оттеняет лицо, видите? Значит, если нам нужно создать объем лица, мы добавляем черный флаг. Да? Если нам нужно высветить лицо, мы добавляем белый флаг. Мы добавляем белый цвет, у нас появляется более светлое освещение. Да? Если даже мы имеем один источник света и у нас одна лампа, то отключая вот эти лампы, но применяя флаги, мы можем тоже добиваться хорошего, правильного освещения. Вот. Иногда используют, если света мало, можно использовать дома зеркало. Зеркальная поверхность тоже добавляет хороший свет, и можно одним источником света, да, добавляя зеркальную поверхность, создать еще один цвет. Видите, поворачиваем голову туда, еще. Свет переносим. Стоп, сейчас треугольник должен появиться чуть-чуть на нас. Еще, вот треугольник, и вот это Леонардо, видите? Вот, поэтому с одним источником света дома мы можем делать студийную съемку. Можно использовать маленький фон, да? Если это портрет, то вполне можно сделать портрет вот на фоне, на каком фоне, да? Вот. При этом, значит, фон подбираем в зависимости от того, какие задачи мы поставили, да? Фон может быть белый, любой материал, который вы в доме, можно найти дома любой материал, вплоть до досок мы можем использовать. Вот это получается, у нас получается мягкий свет, видите? Мы создаем рассеянный, это как пасмурную погоду. Вот с лампой направлено, это солнышко. А когда мы отражаем свет от потолка или от стены, нельзя от цветной стены отражать, потому что получится рефлекс цвета, да? Отражение. Белый потолок, белая стена, мы можем отражать, и получается как пасмурная погода, вполне удобная для съемки портрета.